Здравствуйте! В прямом эфире городского телевидения программа «Крупным планом» и я, ее ведущая Лиана Кириллова. За прошедший 2016 год в Сибае произошло снижение смертности и увеличился естественный прирост населения. Были ли другие изменения в здравоохранении такими же позитивными? Об этом и другом сегодня мы поговорим с главным врачом Центральной городской больницы Азаматом Хайдарьяновичем Ахмадуллиным. Здравствуйте, Азамат Хайдарьянович. Здравствуйте. Мы работаем в прямом эфире по телефонам 5 14 94 и 5 14 95. Вы можете позвонить нам в течение ближайших 30 минут и задать свои вопросы, которые мы обязательно озвучим. Ну а сейчас мы приступаем к нашему диалогу. Скажите, пожалуйста, как Центральная городская больница у нас отработала в минувшем году? Какие произошли изменения за отчетный период? Ну, в первую очередь я хотел бы отметить то, что у нас произошло по показателям снижения смертности, по тем показателям, по 8 критериям. То есть по сравнению с республикой значительно. Это трудоспособное население, младенческая смертность впервые на 9,5 опустилась, и другие по болезням системы кровообращения и онкологические. Снижение. Поэтому в этом плане, конечно, это в первую очередь работа коллектива. Естественно, это говорит о том, что население как-то начало заботиться о своем здоровье. То есть это тоже немаловажный фактор. Поэтому, ну, в первую очередь у нас, конечно, открылось в прошлом году это амбулаторное паллиативное отделение, психотерапевтическое отделение на 30 коек, которое будет обслуживает не только город Сибай и полностью Зауралье, то есть Хайбулинский, Баймак, Зилаирский районы. То есть как бы доступность и качество по этим видам, по этим нозологиям заболеваний у нас, я думаю, в ближайшее время улучшится. Что касается психотерапевтического отделения, насколько оно востребовано на сегодняшний день? Ну, в настоящее время, с момента, скажем так, небольшого существования, уже за прошлый год обратилось 275 человек. То есть это в первую очередь депрессивного, невротического состояния. То есть обычные люди, которые работают, но в связи с какими-то факторами внешними, внутренними, да, они приходят, как обычные, как мы с вами люди, и какие-то проблемы решают, естественно, медикаментозным, психотерапевтическим методом. Опять же, мы отрабатываем психотерапевтический центр, чтобы по всему округу нашего Зауралья обращались, поэтому милости просим, в этом плане работа, конечно, проходит. Гораздо лучше получить квалифицированную помощь, нежели искать выходы в каких-то дурных Естественно, привычках. естественно. И я могу сказать, в Зауралье это единственный центр, в основном психотерапевтические центры в городе Уфе расположены. Понимаете? То есть в республике один из первейших это у нас. Это не может не радовать. Да. Если, допустим, те же сокращения коек, то у нас было увеличение. И сейчас в последнее время оптимизации, то есть сокращение, какие-то моменты у нас произошло увеличение. Это тоже положительный фактор для улучшения качества и доступности нашего населения. Азамат Хайдарьянович, на протяжении последних нескольких лет у нас в Сибае не работал МРТ. Говорилось, что вроде как в конце февраля планируется запуск. Вот на сегодняшний день как дела обстоят? Ну, во-первых, я хотел бы напомнить то, что в прошлом году у нас заработал компьютерный томограф, то есть была трубка приобретена, то есть полностью те моменты, и я думаю, что за счет этого тоже у нас по болезням системы кровообращения уменьшение произошло, снижение. А магнитно-резонансный томограф, он в течение, наверное, этого первого квартала и второго, я думаю, запустим. Это впервые вообще в Зауралье. Такие оборудования есть только в больших городах. И в Зауралье это вообще первый раз в жизни. И он не просто МРТ, он полуторасрезовый, то есть определенные требования, чтобы он не просто работал, а работал, чтобы у нас магнитно-резонансный томограф был лучший в республике. Даже так? Даже так, да. Естественно, обратившиеся, допустим, жители будут, какая-то часть обслуживаться бесплатно, то есть сразу была, хотя по государственно-частному партнерству, сразу была договоренность, и в последующем оно будет переходить по линии УМС, то есть та часть населения, которая будет обслуживаться, будет больше, в первую очередь бесплатно.
С начала этого года планировалась организация медицинской помощи сибайцам и жителям Зауралья по гериатрии. Уже оказывается? Гериатрия, вот с 1 февраля кабинет гериатрии был уже открыт. В прошлом году наш доктор проучилась в городе Москве. Вообще это проект впервые в России. Наша республика попала в этот проект. То есть это в первую очередь Москва, Республика Башкортостан и еще какие-то две республики. Поэтому в этом плане мы идем впереди всех. И в этом плане те люди, которые пожилого возраста, у которых отсутствует внимание, в первую очередь лечебные моменты, да, я думаю, вот эта ниша, она будет закрыта и будет больше оказана именно тем людям, которые, я считаю, достойны и также равноценны, как и другие. А на сегодняшний день укомплектованность штата какая у нас? Всех ли специалистов хватает или есть еще определенные сложности? Ну, в общем-то, кадровый вопрос – это, конечно, один из основных вопросов. Да, в настоящее время у нас врачей работает 172, и средний медперсонал более 650. Поэтому, конечно, какие-то специальности у нас есть нехватка. Это в первую очередь педиатры, терапевты нам нужны, врачи-неонатологи, то есть какие-то узкие специалисты. Конечно, в этом направлении будем работать, но положительный момент, что уже 8 молодых специалистов уже приехали в наш город Сибай именно в прошлом году. И я думаю, они прекрасно влились в коллектив, и те моменты, те задачи, которые перед ними поставлены, они успешно, я думаю, выполняют. А для них какие условия создаются? Ну, условия это в первую очередь, конечно, я хотел сказать, что условия не только городской больницы создаются, а нашим муниципалитетом, это в первую очередь администрации города, да, то есть буквально вот на днях мы получили 2 квартиры, в прошлом году тоже получали, да, то есть вот эти условия, вот эти моменты, они здорово помогают. У нас даже специалист из города Уфы приехал, я могу сказать, с 22-й больницы, уже состоявшийся доктор, нейрохирург, поэтому эти моменты здорово помогают. И в коллективном договоре у нас тоже отражены те моменты, которые мы как бы стимулируем молодых специалистов. То есть по всем моментам какие-то льготные, какие-то такие моменты, естественно, мы помогаем и, естественно, Стараемся в этом стараюсь привлекать, да. Ну, в этом отношении, понимаете, у нас город прекрасный, замечательный, инфраструктура, потому что молодежь сейчас смотрит, чтобы были какие-то детские учреждения, да, поблизости, досуговые, ледовый дворец, все это есть, и театры, да, то есть это мы не отстаем ни от города Уфы, я считаю, города Стерлитамака и других больших городов. Азамат Хадарянович, уже давно ведется практика записи на прием к врачу по телефону. Между тем, часто приходится сталкиваться с тем, что приходишь к врачу в назначенное время, да, и ждешь в порядке живой очереди. Вот с чем это связано? Ну, я хочу сказать, что это в первую очередь доступность, да, для этого организован колл-центр, который записывается, регистратура, да, которая записывается, и по приему идет отбор заведующих отделений. В ближайшее время сейчас по информатизации эта работа ведется, да, то есть в этом направлении, то есть расширяться будет. Вот эти определенные информаты будут вводиться. То есть если вы телевизор, наверное, тоже смотрите, то, что в республике происходит, я думаю, и до нас доберется. И эти моменты где-то, допустим, выручает тот же телефонный звонок, да, то есть при записи, где-то информат. То есть в настоящее время существует 3 момента, по которым идет запись. Оно идет в одну линию и как бы формируется определенное это. Ну, то, что в разные моменты, может быть, допустим, в зимнее время, да, у нас в связи с подъемом там вирусных инфекций, да, увеличивается, не всегда, конечно, справляется, этого не надо скрывать, да, но как бы в этом направлении, конечно, мы и будем в дальнейшем работать. Вот на тех же совещаниях, допустим, да, планируется в дальнейшем внедрение даже вот эти амбулаторные карты, допустим, да, уже будет, я думаю, в ближайшем будущем вплоть информация будет приходить, поступать для пациента на телефон, понимаете? То есть у нас есть наработанные моменты,
по информатизации. Я думаю, даже в республике нет таких, мы просто пока не раскрываем. Я думаю, мы будем внедрять потихоньку. Ну, это было бы замечательно, я думаю, гораздо бы упростило жизнь и пациентам в том числе. Совершенно Если верно. уходить от бумажного документооборота. Хотела еще вот уточнить, у нас телезрители интересовались, на сегодняшний день врачи принимают конкретно по участкам или все-таки, имея на руках полис, человек имеет право выбора, к какому врачу пойти? Ну, конечно, это в первую очередь прием врача-терапевта имеется в виду. Прием идет, конечно, по участкам. То есть определенная часть населения, оно закрепленное, и они идут. При выборе, конечно, врача есть индивидуальные моменты. Это, допустим, переезд в другой район города. Да, тогда, конечно, эти моменты тоже отрабатываются. Но пока, конечно, участок. Это связано с тем, что тот терапевт, который в районе живет, он больше знает своих жителей. А когда вы идете к другому терапевту, который вам не знает, там, в связи с какими-то причинами, я думаю, они знают и наследственность, и все, потому что у нас как бы город небольшой, и в этом плане, конечно, распределение участковости она сохранится и будет в дальнейшем. Но при выборе врача, вот, допустим, если вы хотите к другому врачу, естественно, должно писаться заявление и согласие того врача, который будет вас обслуживать. Такие моменты есть, будут и как бы решаются в таком варианте. Азамат Хайдарьянович, ну, на днях мне самой приходилось сдавать анализ крови, и в очереди многие люди задавали вопрос, почему приходится с собой приносить шприцы. И вообще, в целом, вот на сегодняшний день обеспеченность у учреждения медикаментами, насколько она полная? Есть определенная категория граждан, которые, допустим, вот, проходящие диспансерное наблюдение, да, то есть если, допустим, начало года, поймите правильно, да, когда поток большой, тогда, конечно, могут быть такие не совсем правильные моменты, я считаю, да, когда шприцов. То есть мы поток не можем же определить, сколько в этот день придет. Вот в таких моментах могут быть определенные нехватки. Но в то же время те диспансерные больные, которые идут по направлению участковых врачей или других специалистов, они, естественно, при дневном стационаре, при диспансерном лечении, они, конечно, должны обеспечиваться и будут, опять же, при направлении именно врачом. А когда идешь самостоятельно и чисто сам для себя решил, естественно, ты должен приобрести. Азамат Хайдарьянович, ну, у нас уже поступили вопросы от телезрителей. Почему пожилым людям трудно попасть на стационарное лечение? И скорая помощь сразу спрашивают, сколько лет. Если старше 70, то скорая не приезжает. Ну, во-первых, скоро я бы не сказал то, что старше 70, значит, не приезжает. Почему спрашивают возраст? Для того, чтобы, когда скорая выезжает, какие определенные, что ожидать от пациента, понимаете? Обычно пожилые люди, там бывает букет заболеваний. То есть они могут посмотреть, проверить и те необходимые какие-то неотложные мероприятия, то есть чтобы ожидать ту экстренную помощь, которая необходима. Поэтому нет у нас, лежат пожилые люди в этом плане. Я как бы не сказал бы, что их не ложат и, как говорится, отказывают. Ну, вот сразу следом еще один вопрос поступил. До какого возраста принимают на лечение в дневной стационар? Говорят, после 70 не принимают. Госпитализация в дневной стационар производится в зависимости от тяжести состояния пациента. Или если до 70, то не принимают. Как вот с этим быть? Нет, ну опять же, вот этот возраст, почему 70, почему не 80, для меня это, конечно, удивительно, потому что может и 90-летний прийти в дневной стационар полечиться. Но когда, опять же, если очень пожилого возраста, проще полечить в стационаре или в дневном. То есть здесь, опять же, критерий, то, что больше 70, не должен быть. Но в таких случаях, когда вам отказывают, есть у нас зам главного врача поликлинической службы, да, есть начмед, есть я, в конце концов, да, то есть эти моменты решаются определенно. Вот не надо разворачиваться, уходить, и когда какая-то помощь нужна, пожалуйста, обращайтесь, и все моменты, я думаю, закроются. А то, что, вот как вы говорите, там критерии определенные, то, что
человек пожилого возраста не должен какую-то помощь быть оказана, это, конечно, я считаю, что это неправильно и как бы не совсем корректно. В больницах, в палатах холодно, жалуются на то, что белье бывает не совсем чистое. И тут же следом пишут, что в палатах вообще обычно тепло, но при сильном ветре и низкой температуре, в угловых палатах особенно, бывает низкая температура. Ну, здесь, скажем так, природный фактор. Я вот просто практически каждую неделю хожу в стационар, и в этом плане, допустим, в каких-то этажах холодно, ну не холодно, а прохладнее, в каких-то теплее. Опять же, это зависит от природных факторов. То есть, как вы говорите, ветер, это тоже, вот, допустим, домой пришли, в какой-то момент где-то прохладнее, где-то теплее. А то, что вот я бы сказал, даже жарко, понимаете, вот когда очень жарко, люди открывают окна, как бы, хотя они не должны этого делать, потому что не во всех этажах, но этот момент всегда отрабатывается. У нас есть специальная служба, которая ежедневно и с утра мне докладывает, где какие моменты мы сразу стараемся закрывать. То есть мы даже можем с вами вместе пойти хоть завтра, да, и посмотреть, как это все происходит. Да, я думаю, можно взять на заметку этот вопрос конечно. и лично проверить условия. Конечно, конечно. 6 января у моей внучки резко повысилась температура, неотложка не приехала, скорая приехала, оказала помощь. Детская неотложка 2 часа не приезжала. На вопрос, почему до сих пор не приехали, ответили, что занимаются годовым отчетом не до вас. Ну, опять же, здесь надо конкретный случай смотреть, да, допустим, 6 января, да, пишут, да, насколько мне известно. Вот в конце декабря, в начале января было очень много обращений, в первую очередь с детьми, поэтому я думаю, что было не то, что сдача отчетов, да, отчеты у нас определенно специально оргметод-отдел вот занимается, не те врачи, которые сидят на приеме, поймите правильно. То есть в тот день, 6-го, как раз был очень большой наплыв. Я думаю, а скорая неотложка, она приходит в течение 4 часов. То есть эти моменты могут быть, и от этих никуда, в общем-то, не уйдешь. Ну, как бы здесь в первую очередь, конечно, при критических состояниях ребенка скорая и неотложка идет в первую очередь тем, которые вот именно нуждаются в критическом состоянии, да. Ну, дай бог, чтобы таких ситуаций было поменьше. Ну да, естественно. Когда появится детский аллерголог и иммунолог? Ну, в общем-то, у нас специалист есть, но думаю, что аллерголог это все-таки узкий по профилю, да, по профилю. Это все-таки 3-й уровень, но будем работать над этим, чтобы у нас за Урале был свой аллерголог. Поэтому это связано и со штатами, со всеми моментами, которые... То есть для того, чтобы, допустим, сделать какую-то определенную, допустим, специалиста, надо, естественно, построить инфраструктуру и доказать, на какое-то количество населения есть специальные, допустим, это же не просто так, вот мы захотели, да, и там такого-то специалиста. То есть на определенное количество населения, допустим, должен быть аллерголог, на какое-то количество не должен быть. Но этот вопрос изучим и поработаем. Еще один вопрос. Удостоверение ветерана медицины. Ну, по всей видимости, ветерана труда удостоверение имелось в виду. Что дает это удостоверение? Нигде нет информации, что ветераны принимаются без очереди. Ну, во-первых, то, что это удостоверение есть, у нас Басир Матаратович занимается правком. Поэтому здесь проблем нет, он раздает удостоверение. То, что медицинский работник, бывший удостоверение, должен как бы бесплатно и вне очереди, да, но опять же не ущемляя тот поток, который идет, поймите правильно. То есть это не так вот, удостоверение получил и сразу прошел. То есть учитывая здесь по состоянию, по тому, кто в очереди стоит, кто нуждается, допустим, более критичен, естественно, это в первую очередь они идут. Но вот эти льготы на праздниках, там, поздравительные моменты, да, то есть вот эти моменты, мы всех в День пожилых, практически всех пожилых наших поздравляем, этих ветеранов труда, там,
с определенными подарками, с определенными этими. Я думаю, не везде, всех прям, практически всех. Поэтому я думаю, если вы у нас работали, пожалуйста, обращайтесь в правком, мы решим, можете ко мне зайти. Вопрос это как бы есть положительные моменты. Уже обсудить более детально при личной Конечно, встрече. конечно. Имеется закон Российской Федерации о медобслуживании, тем не менее в стоматологии берут 100 рублей за обезболивание. А в республиканской газете была информация, что это должно делаться бесплатно. Контролируете ли вы это? И должен быть утвержденный прейскурант цен за подписью главврача или на основании закона? Ну, в общем-то, стоматология – это отдельная структура, она не подчиняется центральной городской больнице, у нее свой главный врач, поэтому этот вопрос, конечно, я не могу ответить. Но то, что у нас бесплатная медицина и бесплатно должна оказываться помощь, это однозначно. Каждый раз теряются карточки в регистратуре. Почему? Вопрос от телезрителя. Ну, я бы не сказал, что теряются. Бывает, когда страховые компании, сейчас по линии ОМС, да, ФОМС, берут карточки и ввозятся в Уфу. Они там какое-то время находятся и привозятся. Но опять же, над этим мы работаем, не только мы, вообще Министерство здравоохранения, чтобы в дальнейшем были электронные, допустим, да, электронные, скажем так, карточки. Уже регистратуры в ближайшем времени исчезнут, и я думаю, вот эта проблема уже исчезнет само собой. Да, то есть та информация будет уже на телефоне или в вашем там почтовом ящике на компьютере. Поэтому будет, я думаю, это ближайшее будущее. Ну, будем ждать с нетерпением таких новшеств в нашем здравоохранении. Еще один вопрос от телезрителя. Все симптомы гриппа, но у нас всегда ставят ОРВИ. С чем это связано? Ну, в общем-то, я могу сказать о том, что для статистики, то, чтобы мы поставили диагноз грипп, мы должны довести этот анализ в Уфу. И этот анализ мы должны в короткий срок довести, в течение 4 часов. Вы представьте, на самолете. Вы представьте, что сейчас зима, да, там, и сколько мы будем ехать. Ну, то есть здесь, во-первых, будет погрешность и так далее, только связано с этим. А так, поймите правильно, что ОРВИ, он ставится везде, а грипп, он как бы подтвержденный. К сожалению, мы с Челябинской областью, нет у нас правовых отношений, поэтому только связано с этим. А та клиника, поверьте, от того, что вам поставили грипп или ОРВИ, здесь надо, конечно, просто рассчитывать на врача, на его опытность и то лечение принимать, которое необходимо. Азамат Хайдарянович, но в последнее время очень часто люди сталкиваются с таким диагнозом, как онкология. Вот как она вообще диагностируется, как можно предотвратить такое заболевание, какие меры профилактики можно принять? Ну, во-первых, есть анкетирование. Анкетирование, да, тех пациентов, которые приходят на прием к тому же участковому, к любому специалисту. И есть онкомаркеры, которые, опять же, по определенным показаниям, то, что есть настороженность. И на основании вот этих анкетирований даже можно выявить какую-то, ну, опять же, надо учитывать генетический фактор, там определенный критерий вопросов, на который пациент отвечает, и если настороженность есть, то, естественно, он попадает к онкологу, и вопрос решается. И, естественно, надо проходить диспансеризацию обязательно, да, потому что, вот, допустим, в прошлом году, которые проходили диспансеризацию, 25 человек было выявлено. Поэтому те если моменты, если бы, да, то есть это очень такой фактор, который влияет. Ну и поэтому, и, конечно, надо смотреть, потому что если есть определенные те же факторы, которые в этой анкете вы, допустим, указываете, да, резкая потеря веса, там, постоянная слабость там, и так далее, то есть надо обязательно идти к врачу и как бы те элементарные даже анализы сдавать, и там уже надо отрабатывать полностью. Ну или вообще как минимум раз в год посещать врачей, да? Обязательно, конечно. Хотя бы даже снимать ту же флюорографию.
Еще один вопрос. Почему в УЗИ такая длинная, на УЗИ такая длинная, долгая очередь? Приходится ждать больше 2 месяцев. Обратилась в страховую компанию, перенесли сразу на 2 месяца раньше. Почему такие очереди? Ну, на 2 месяца, да, просто это. А вот вы вопрос задаете, больше 2 месяцев сразу перенесли на 2 месяца. Вы просто не указываете, на какой период. Вообще течение УЗИ должно делаться в течение месяца. Вообще. Поэтому я думаю, если такой момент есть, вы, пожалуйста, обращайтесь к заведующему отделению, зам главного врача. Да? Потому что вот я буквально на днях тоже ходил, смотрел журнал, там не более 1 месяца. Когда это было конкретно? Здесь конкретно. Я вижу вопросы, все как бы расплывчатые, понимаете? Вот, пожалуйста, просьба была более конкретно, какой день. Вот вы, допустим, сказали же вы по неотложке там 6 января, понимаете? Я знаю, почему так могло произойти. Ну и мне кажется, что еще очереди из-за чего могут образовываться, потому что у каждого специалиста все равно есть норма количество, которое они должны принять в этот день. Ну, да? конечно, конечно. Потому что это же не просто там прихоть врачей, там есть тоже те же вредные растворы, да, люди, которые там работают, этим Нет, дышат. ну, количество мы расширить медработников не можем же. Вот про что и речь, в связи с этим и очереди образуются. Только что принесли вопросы. Запись к маммографу очень долго, целый месяц. Опять про очереди. Но в течение месяца это как бы вопрос должен решаться. Вопрос, и я думаю, решится. Если бесплатно, приходится больше месяца ждать. То есть все-таки в течение месяца как минимум должны проходить, да? Это как максимум, точнее. А вообще, если брать наш город, какие заболевания лидируют у нас? Спасибо. Ну, заболевания это в первую очередь сердечно-сосудистые. Мы от страны далеко, в общем-то, не ушли. То есть это сосудистые заболевания, сердечные заболевания, дыхательная система и онкология, естественно. То есть вот эти 3 кита, которые идут на первом месте, к сожалению, ну, по этим работаем. И я вот обратил внимание о том, что в основном вот идет, вот сейчас я согласен, то есть вот грипп, он еще продолжается, да, ОРВИ. Вот в основном про очередность. Вот придите летом, допустим, да, и посмотрите там, какая очередность. Или, допустим, весной, в мае месяц, когда у нас погода хорошая и так далее. То есть в этом плане, конечно, поток у нас пациентов в различное время года различен. И у нас осталось буквально 2 минуты. Пожалуй, наверное, успею задать только всего лишь еще один вопрос. Сама в Сибае, а мама в Хайбулинском районе. Можно полечить у нас без специального направления? Приходите, если вы живете в Сибае, хоть прописка у вас, хоть там Москва, Санкт-Петербург, да, пожалуйста, мы должны оказать помощь. Так, ну еще, наверное, успею один. Жители поселка Аркаим нам сказали, что в библиотеке сделают медпункт. Когда будет введен медпункт в поселке Тоже Аркаим? в ближайшее время сейчас и с администрацией города, и с Минздравом мы этот вопрос прорабатываем. Ну что ж, Азамат Хайдарянович, я думаю, что мы вынуждены завершить нашу беседу, потому что наши полчаса истекли, но мы обязательно пригласим вас к нам в студию вновь. Напоследок вы что-то хотели Пользуясь сказать? случаем, хотел бы сказать огромное спасибо администрацию города, нашим жителям за их, скажем, понимание, и хотелось бы, чтобы они здоровым образом жизни занимались. Потому что у нас самые лучшие люди живут в нашем городе. Спасибо им огромное. Будем. Большое спасибо вам за беседу. И напоследок штормовое предупреждение. Информация поступила от единой дежурной диспетчерской службы. Ночью 10 февраля местами по республике ожидается сильный мороз с понижением температуры до минус 35, минус 40 градусов. Так что будьте осторожны, берегите себя и увидимся в следующий четверг. Всего доброго.